Коронавирус вернулся в Таджикистан? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какую правду категорически отрицает Минздрав. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Последние 2 недели пользователи соцсетей заговорили о возвращении коронавирусной инфекции в Таджикистан. Однако Минздрав страны ежедневно публикует информацию, в которой указывает, что этого вируса в стране нет. О том, что в разных лабораториях страны ежедневно обнаруживают несколько случаев коронавирусной инфекции, сообщили сразу несколько источников. В нашей лаборатории ежедневно тестирование на коронавирус проходит огромное количество людей. Последние 2 недели ежедневно обнаруживаем определенное количество зараженных. Например, 8 июня только в Душанбе коронавирус был выявлен при тесте около 100 человек, сообщил источник в частной лаборатории Диамед, в которой сдает ПЦР-тесты большая часть населения. В другой частной лаборатории источники тоже подтвердили, что обнаруживают случаи коронавирусной инфекции. По их словам, все лаборатории страны ежедневно отправляют отчеты в Минздрав и сразу ставят в известность, как только обнаруживают COVID-19. Однако в государственной лаборатории при Минздраве сообщили, что у них не было ни одного положительного результата анализа на коронавирус с начала года. Там назвали несоответствующие действительности слухи об обнаружении его и в других лабораториях. Как вы относитесь к такому? Кому вы верите? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Источники в лаборатории сообщают, что основную часть больных с подозрением на коронавирусную инфекцию в Душанбе госпитализируют в городской центр здоровья номер 1. Это подтвердил и врач этой больницы. Больных с легкой формой заболевания назначают лечение и отправляют домой. Людей с более выраженными симптомами госпитализируют в терапевтическое отделение больницы. Если их состояние ухудшается, их переводят в реанимацию, сообщил врач этой больницы. Но в Минздраве категорически отрицают наличие коронавируса в стране и назвали слухи и сообщения об этом лишь слухами. Эти сообщения не соответствуют действительности. Если бы было так, в штабе рассмотрели бы их, а также в случае обнаружения сообщили бы об общественности официально. Иногда есть случаи с похожими симптомами – температура, кашель или симптомы пневмонии, но нет ни одного положительного результата теста, сообщил секретарь Минздрава Эмомали Мирзоев. По его словам, эпидемиологическая ситуация в стране находится под личным контролем министра здравоохранения. Он 2 раза в день проводит видеоконференцию с главврачами других ответственными лицами по всей стране. По его словам, продолжается дворовой обход по всей стране, и людей с симптомами берут под наблюдение. Если у подозреваемого наблюдается температура и сухой кашель, у него берут анализы. В большинстве случаев выясняется, что это сезонное заболевание и никакого отношения к коронавирусу не имеет. Он уточнил, что чаще всего повышенная температура и случаи пневмонии наблюдаются у детей и подростков, и это связано с употреблением холодных напитков или купанием в холодной воде. По словам пресс-секретаря, власти предпринимают все меры для предотвращения повторного завоза коронавируса в страну. В связи с эпидемиологической ситуацией в других странах и в регионе республиканский штаб, Минздрав и власти страны делают все, чтобы предотвратить повторный завоз коронавируса в нашу страну. Все прибывшие в Таджикистан допускаются в страну только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также пассажиров из ряда стран с неблагоприятной ситуацией, например, Турции и Индии, берут под особый контроль. Их регистрируют в поликлиниках, и семейные врачи наблюдают за ними, чтобы они соблюдали карантин и не посещали многолюдные места. Спустя некоторое время они сдают повторный тест, и только после получения отрицательного теста с них снимают все ограничения, уверяет Эмомали Мирзоев. В прошлом году, несмотря на массовые сообщения пользователей соцсетей о загадочных случаях госпитализации и смертях жителей, власти признали наличие коронавируса в стране лишь накануне приезда в Таджикистан миссии Всемирной организации здравоохранения в самом конце апреля. Как вы относитесь к этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!